В эфире программа «Пациент». Здравствуйте. 11 наших детей с различными патологиями опорно-двигательного аппарата были прооперированы бригадой врачей из Северной Осетии с 14 по 19 августа на базе детской республиканской больницы в рамках второго этапа медицинского проекта культурно-благотворительного фонда «Ашана». Первый этап прошел в июле. Тогда детским нейроортопедом Георгием Чибировым были отобраны пациенты для дальнейшей хирургической коррекции. И вот месяц спустя доктор прибыл в Абхазию с командой профессионалов. Теперь жизнь 11 детей изменится к лучшему. Нейроортопедия впервые была применена в нашей стране. Это эффективное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата с использованием инновационных методик. Мы пообщались с пациентами и докторами. У 14-летней Аниты Харчилава ДЦП. У нее спастический тетрапорез, скованность нижних конечностей. Несмотря на то, что девочка активная, у нее сохраненный интеллект, спастика усугублялась, повышался мышечный тонус. Анита подопечная Ашаны, поэтому они с мамой часто консультируются у разных специалистов, которых приглашает фонд. По словам матери, девочке была показана операция, и мама планировала провести ее к 18 годам. Но пообщавшись с доктором Чибировым, решили оперировать сейчас. Она ходит у нас с крабиками, но самостоятельно мы не можем никак пойти. После операции у нас, значит, увеличится полностью объем движений. Она не будет так быстро уставать, потому что мы очень активные. Кто нас знает, мы дома с ней не сидим, не то что не сидим, мы везде с ней бываем, ходим, плаваем, вообще все. Рентгены я делала каждый год, потому что у нас было так: делать операцию, не делать. У нее еще дисплазия сверху. Но у меня это больше, я за это больше переживала, потому что она набрала вес. И мы одевали ортезы. Но летом уже невозможно было одевать. Но она привыкла к ним. Но просто вот у нее уже носки мокрые, не то что были, прям можно было стекать, выжимать. И я думаю, ну ладно, хоть пойду, думаю, хоть насчет ортеза уточню. Первый день я отказалась. Я говорю, я так устала от них, я говорю, пойду. Если честно, мы оттуда, я так босоножки завязала без этих ортезов, мы уже дальше спустились босиком. Я настолько была рада тому, что, да, операцию я всегда откладывала на последнее. Я считаю, что лучше делать реабилитацию, чем, знаете, операцию сделал, а потом ты сидишь и думаешь, вообще нужна она нам или нет. А тут я уже четко знаю, что мы ее сделали. Я успокоилась и надеюсь, что все. Я была очень довольна на самом деле, очень. Хочу сказать спасибо врачу Георгию Чибирову, девочкам с Ашаны и всем людям, кто нам помогал и помогает осуществить нашу мечту. У Аниты на фоне неврологии сформировалась контрактура коленного сустава. Это стойкое ограничение подвижности. В частности, ей трудно давались сгибательные движения. У девочки также деформация стоп. Наличие этих проблем существенно задерживало развитие моторики. Несмотря на то, что мать и дочь прилагали огромные усилия, имелись определенные затруднения в плане нарабатывания шага и ходьбы. Но после хирургической коррекции дело пойдет гораздо быстрее. Понятно, что в таком взрослом возрасте, в 14 лет, скорректировать ортопедические проблемы до нормы, вообще, в принципе, у ДЦПшного ребенка до нормы скорректировать проблемы довольно тяжело, это очень сложно. Разве что только у первого и второго функционального уровней по международной классификации моторных нарушений, GMFCS. Но эта девочка третьего функционального уровня по этой классификации, а потому исправление всех проблем практически невозможно. И я маме высказал свою озабоченность по поводу того, что им рекомендовали прооперироваться в 20 лет. Это очень поздно, учитывая, что уже в 14 лет у нее сформировались проблемы, требующие хирургии. И слава богу, что мама, она внимательно отнеслась к моим словам, прислушалась к своему сердцу материнскому и, на мой взгляд, сделала правильное решение, потому что в 20 лет мы бы не смогли скорректировать эти проблемы.
Вот, и это было бы похоже на топтание на одном месте. Вот, а я крайне не люблю делать операции ради операции. Это не мой стиль, не мое кредо. Выполнена операция устранение контрактур коленных суставов, устранение деформации стоп. Пришлось, как мы хирурги любим выражаться, повозюкаться вот, в операционной. Но, слава богу, и стопы скорректировались, и коленки практически разогнулись. Ну, а все остальное за реабилитацией. Естественно, у большинства родителей есть такие вопросы, маячки, вопросы, флажки, которые чаще всего задают. Вот, естественно, отвечая на самый главный вопрос родителей, которые переживают по поводу и реабилитации, и операции этих детей, не потеряет ли ребенок навык ходьбы? И отвечая на этот вопрос, конечно, не потеряет, потому как мозг уже сформирован. Если у ребенка в этом возрасте уже есть рецепрокность хождения, есть осмысление того, чтобы в пространстве передвинуться, есть необходимость передвигать сначала одну ногу, потом вторую ножку. Учитывая эти особенности, навык ходьбы она, естественно, не потеряет. Но при этом качество ходьбы улучшится. Ну, собственно, о чем и говорила мама. Это наша с ней общая цель, и я думаю, что мы ее достигнем. Софии Малия тоже 14 лет, по словам матери, ей ставит диагноз ДЦП, но по ребенку особо не видно. Она активная, занимается конным спортом, учится в обычной общеобразовательной школе. Девочку вели к доктору с одной проблемой, а по факту выявили другую и поставили неожиданный диагноз. После консультации у Георгия Чибирова выяснилось, что Софии нужна операция. Ходили на прием к ортодонту, так как исправлять прикус надо было. Сказали, там вообще нужна будет операция по исправлению челюсти. Пришли на прием с этой проблемой, тут нам сказали, что ноги. Внутрь стопа заваливалась. Исправляли, вот стопу равняли. Она и так у нас хорошо ходила, что вообще сейчас будет бегать, носиться, будет красота. Вот. То есть как бы мы носили какой-то период ортопедическую обувь, но нам сказали, нет необходимости. В обычной обуви она тоже прекрасно ходит. У пациентки вальгусная деформация стоп. Сложно сказать, из-за чего это сформировалось. В любом случае, это нехорошо для организма человека, так как деформация влияет и на позицию позвоночника и коленных суставов. Это и ряд других причин склонили и мать, и доктора в пользу хирургии. Выполнена хорошая, благодатная реконструктивная операция по коррекции деформации стопы, операция Эванса, так называемая. Уже загипсовали ее. В ближайшее время она выпишется домой, будет вставать. Через недельки 2-3 мы с мамой уже договорились. Вот, вертикализация будет разрешена через 3 недели. Вот. А так, в принципе, коррекцию мы получили довольно-таки неплохую прямо на операционном столе. Через полгода ей понадобится еще одна операция по удалению спицы. Ну и, в принципе, этот день ознаменует конец какого-либо хирургического вмешательства для этого ребенка. Более вероятен тот исход ситуации, что этой коррекции хватит ей во взрослой жизни. Вот. Есть особенность, у нее не классическая спастическая форма ДЦП, у нее спастика гиперкинетическая. Вот. И вот она пыталась объяснить ситуацию со своим болевым синдромом, что ножки болят у нее из-за того, что гиперкинезы, у нее они не так выражены на самом деле, но они есть. Вот. Эти гиперкинезы, это непроизвольные сокращения, которые вызывают неприятные ощущения, когда мышцы напрягаются, и ты не можешь их контролировать. Вот. Но все нивелируется в гипсовых повязках. Гипсы удерживают сегменты в положении коррекции, не дают при повышении тонуса мышц, не дают приводить к этому выраженному болевому синдрому. Поэтому я сегодня ее успокаивал, говорил о том, что в гипсах боли будет меньше. Загипсовались мы хорошо, при этом рассказывая о древнейших породах лошадей. И у меня тоже есть страсть к лошадям, я много читал про разные породы, и вот мы вот с ней на этом диалоге сошлись, в общем.
София упорная, целеустремленная, с богатым внутренним миром девочка. У нее большая страсть к лошадям. Она мечтает приобщить к конному спорту как можно больше людей в Абхазии. Болят, идет мышечное сокращение, они дергаются, очень больно. Себя чувствую все хорошо. Как тебе твой доктор? Очень хороший, он мне понравился. Я занимаюсь конным спортом, конкур, выездка, конный клуб «Надежда» на республиканском стадионе находится. Спорт ты не собираешься, да, бросать? Нет. Я хочу сделать семейный спорт этот, чтобы дети, внуки, правнуки все этим занимались. Скажи, конный спорт полезен для здоровья, как ты думаешь? Да. Допустим, ну вот если у человека сколиоз, ему хорошо можно будет пойти, там выравнивается спина, там уже постоянно на лошади ровно надо сидеть, выравнивается позвоночник, положение правильное, в правильное положение скелет встает. На этот раз Георгий Чибиров привез с собой 3 высококвалифицированных врачей. Это травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Майербек Плиев, детский анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук Роланд Биченов и детский кардиохирург, представитель Минздрава Южной Осетии в России Заза Хугаев. Врачи родом из Осетии, кто из Южной, кто с Северной, но все работают в различных клиниках России. Георгий Чибиров – действующий оперирующий хирург со стажем работы более 10 лет, кандидат медицинских наук. Несколько лет работал заведующим отделением в центре Элизарова. На сегодняшний день Георгий Мирабович трудится в лечебно-реабилитационном центре научно-клинического института реабилитации и курортологии города Москва. Специалисты каждый день оперировали по 3 человека. В общей сложности было прооперировано 11 детей с различными патологиями опорно-двигательного аппарата. Все хирургические вмешательства прошли в штатном режиме без каких-либо осложнений. Мы операциями довольны. Вот мы с коллегами, я привез еще другого коллегу, кандидата медицинских наук Майербека Казбековича Плиева. Вместе на пару с ним оперировали. Получили огромное удовольствие как в работе в операционной с операционными медсестрами, анестезиологами, так и с девочками в отделениях. Они нам все очень сильно помогали, начиная от администрации детской клинической больницы, кончая там, операционными медсестрами, постовыми и перевязочными медсестрами. Все просто изумительно. Я хочу выразить огромную благодарность Министерству здравоохранения Республики Абхазия во главе с Эдуардом Валерьяновичем. Большое спасибо за возможность находиться тут и помогать детям, и за этот вклад в наше общее дело нелегкое. Огромное спасибо благотворительному фонду Ашана, спасибо администрации этой больницы, спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись и помогали, и приезжали, и поддерживали. Все очень чувствовалось, очень приятно. Огромное человеческое спасибо. Все дети практически на данный момент чувствуют себя хорошо. Большая часть уже выписана домой. Осталось там 3-4%, которые тоже скоро в ближайшее время поедут домой. В общем, все хорошо у всех, слава богу. Вообще мы травматологи-ортопеды, но наша специализация узкая – это нейроортопедия. То есть это ортопедические осложнения на фоне каких-то заболеваний, ДЦП, спина бифида, врожденные аномалии развития, то есть не посттравматика, а именно вот такие заболевания. Это узконаправленная специальность, и этому нас обучил наш руководитель, наставник Попков Дмитрий Анатольевич. Все, что мы по сути имеем, это его заслуга, он нас всему научил. Георгий Мирабович – это человек, который, когда я поступил в ординатуру в незнакомый город с другом, он нас там встретил, сам нашел нас через учебное отдел, выявил, что мы в Северной Осетии, так как он тоже оттуда, он нас сам нашел. И мне было очень приятно, что вот он наслеживает земляков своих. И тут же нам помог. В первый же день меня позвал в операционную, я никогда до этого операционной не был. То есть немалую часть хирургических знаний мне именно дал Георгий Мирабович. Поэтому отказать ему я просто физически не мог, во-первых. Во-вторых, мне самому было интересно поехать в другую страну, прооперировать. В Абхазии я вообще впервые в жизни, в другой стране, по сути.
Мне очень сильно понравилось именно отношение людей. То есть я, придя сюда, я почувствовал родство, потому что как будто в Осетии дома побывал. Такие же доброжелательные люди. Что касается медперсонала, я вообще в восторге от них. Больница хоть и старенькая, не сильно ремонтированная, но персонал, его отношение к работе вообще перекрывает все недостатки. Очень доволен работой здесь. И в операционной, и в отделении, и медсестры, и анестезиологи. В общем, все в высшем классе. Нейроортопедия – это сравнительно новое направление в медицине. Ей не более 50 лет. Она объединяет ортопедию, травматологию и неврологию. Врачи этой специализации занимаются лечением приобретенных или врожденных заболеваний опорно-двигательного аппарата, вызванных нарушениями периферийной или центральной нервной системы. Для терапии таких патологий у взрослых и детей используется комплексный подход. При этом предпочтение отдается консервативным методам, которые подбираются после всестороннего медицинского обследования. Многие не знают о том, что можно скорректировать какие-то показания, которые могут улучшить качество жизни, и об этом нужно чаще рассказывать, считает детский кардиохирург Заза Хугаев. То, что мы сделали, это, мне кажется, что это очень важно. Во-первых, мы вчетвером приехали, и каждый из нас любит свою родину. Мы осетины, и, как Георгий говорил, мы братские народы. По моему мнению, очень красиво, что мы здесь, и мы сделали вот такое вот красивое мероприятие. Прооперировали детей, 11 человек, проконсультировали многих. Многие знают, что им нужно помочь, многие готовятся. Сегодня вот тоже будет приемный день у двух моих друзей. И придут дети, может быть, отберем кого-то на следующей операции. Важность еще заключается в том, что им не нужно никуда ехать, потому что центры, они в России. Это Урал, за Уралом находится Курган, да, там, и с таким ребенком ехать куда-то, это очень тяжело. А мы вот приехали и сделали здесь это. Конечно, это важно. Мы приехали в совершенно потрясающий персонал. Мы приехали, и нас приняли как родных, как будто мы работали уже лет 20 вместе. Вы не представляете, это что за люди здесь работают. Удивительные, классные медсестры, которые очень профессиональные, с очень быстрыми навыками, очень быстро ориентирующиеся в новых каких-то вещах, которые они видели впервые. Здесь несколько операций, несколько видов операций сделано было впервые вообще в Абхазии. И медсестры никогда не видели таких операций. Не то, что медсестры, и персонал не видел, потому что здесь просто практически никто не оперировал таких детей. И вообще хочется выразить огромную благодарность всему персоналу, очень классному персоналу, начиная с главного врача, заканчивая санитарками там, и так далее. Очень любящий персонал своих больных, своих детей, и это очень круто. Вот. Инесса Зауровна, большое спасибо. Георгию Ираклевичу большое спасибо. Медсестрам большое спасибо. Другим докторам, хирургам большое спасибо. Вот. Это было очень красиво. Мы с удовольствием будем приезжать сюда и делать такие вот интересные акции. Насколько изменится жизнь пациентов после операции. Об этом специалисты рассказывали на встрече с абхазскими реабилитологами, педиатрами, неврологами и ортопедами. Лекция называлась «Хирургические методы коррекции ортопедических осложнений на верхних и нижних конечностях при диагнозе ДЦП». В ней нейроортопеды приводили массу примеров из своей практики, наглядно демонстрировали пациентов, которые после операции показывали статистически фиксированный элемент хорошей вертикальной ходьбы. Коллаборация и плотное взаимодействие таких специальностей, как реабилитация, ортопедия, неврология, педиатрия,
плотное взаимодействие с этими специалистами дает лучший функциональный результат из возможных у пациента. В течение недели мы плотно общались с Альясом, к сожалению, фамилию я не запомнил, да, все его знают. Он с нами ходил в операционную, смотрел, как мы оперируем, изучал наши операции, задавал вопросы. Он довольно активный, сообразительный специалист серьезного уровня. Мне он понравился. У него есть команда, которая тоже довольно-таки любознательна в сторону хирургии. Мы в течение недели очень приятно, объемно, плодотворно поработали. Он увидел, как хирургия выглядит изнутри. Настолько загорелся этим, что вот мы запланировали там дальнейшее общение, дальнейшие встречи. Естественно, мы обменялись номерами, если будут вопросы. А в реабилитации я тоже что-то досмыслю. У нас хорошее реабилитационное отделение было в центре Елизарова, где я работал. На данный момент я работаю в лечебно-реабилитационном центре научно-клинического института реабилитации и куратологии в городе Москва. Тоже серьезная база. Поэтому видение реабилитации, как оно должно быть, у меня есть. Вот. И очень хорошо, что Альясу совершенно не помешала гордыня, которой у него нету, и какие-либо другие качества для того, чтобы плотно и контактно, так сказать, взаимодействовать продуктивно со мной. Вот. И это очень хорошо на самом деле. Потому что когда реабилитологи общаются с ортопедами, всегда получается что-то очень классное. Подобное сотрудничество полезно не только для пациентов, но и для врачей местной больницы, так как происходит обмен опытом. Тем более, что у нас нет специалистов по детской ортопедии. Данный проект был полезен и необходим нашим врачам. Ортопедов именно в детстве у нас нет. У нас наш травматолог Георгий Раклевич, который привлекаем тоже вот к ортопедии. Авсеп Авидикович, он с ним всегда оперировал, когда тот приезжал. Сейчас тоже с нашими врачами, которые приехали, Георгий Раклевич тоже максимально привлекался, оперировался. И в дальнейшем, я думаю, плодотворно, потому что таких детей, к сожалению, меньше не становится. Поэтому, бригада быстро подстроилась под работу. Они, в принципе, привыкшие к хирургическим деятельности, но в таком объеме и настолько за короткие сроки максимально эффективно и быстро они даже отдохнуть не успевали, потому что они большую часть, вот, когда не оперировали, то гипсовали, то консультировали, очень просто максимально выжили за свою поездку. То, что можно по работе было сделать, они себя не жалели, правда. В день 3 ребенка, но у каждого ребенка было по несколько операций. Там не одна операция, где-то пластика, где-то артродез, где-то много операций. И работали практически так, чтобы хирурги работали синхронно и зеркально. Я увидела первый раз вот с ними. Один работал на одной конечности, второй точно так же дублировал на второй конечности. Могли там по 3, по 4 операции на одной. В общем, 8 вот на 2 конечностях до 8 операций. Каждый день, там, среда, четверг, пятница было по 3 детей, а в субботу там вот 2 детей. Остальные дни уже они вот коррегировали свои гипсовые лангеты и консультировали остальных детей. В основном это ученики института Елизарова, как они уже сами наверняка сказали в интервью, но настолько было комфортно работать вот с ними, большие молодцы, вот вся бригада без исключения, и хирурги, и анестезиолог с ними был, он сегодня не присутствовал, но в сопровождении шел вот с ними все их операции. Они до этого отобрали своих пациентов, которые они планируют оперировать в поликлинике. И после этого уже договорились, когда вот по графику у них получается приехать сюда, соперировать. И в дальнейшем тоже они будут вести своих пациентов. Максимально очень сплоченная работа была с ними и с коллективом. Атмосфера создалась сразу, просто вот рабочая, и работа заладилась очень легко. Очень важно подобные мероприятия организовывать в Абхазии, потому что не у всех родителей есть возможность выезжать с тяжело больными детьми за пределы страны. В рамках таких проектов есть возможность оказать квалифицированную помощь на месте, на базе Республиканской детской больницы. И такие акции впредь будут реализованы.
Как 11 детей в течение 4 дней было оперировано, из них 8 детей – это подопечные фонда Ашана. Все расходы на организацию данного проекта культурно-благотворительный фонд Ашана взял на себя. На оперативное лечение 8 подопечных мы открывали сбор средств. Наше население активно участвовало своим рублем, своими пожертвованиями в том, чтобы дети вовремя получили всю необходимую помощь. Хочу озвучить слова благодарности в адрес всех специалистов той бригады, действительно высококвалифицированных специалистов, кандидатов медицинских наук, которые согласились приехать и принять участие в рамках нашей медицинской акции. Уверена, что работа в рамках этого проекта с врачами будет продолжена. Есть запрос у нашего общества. Очень многие просят записаться на консультацию, на оперативное лечение к данным специалистам, поэтому будем уже обсуждать, обговаривать и период третьего проекта, продолжительность. Я думаю, что мы этот медицинский проект будем расширять, будем приглашать различных специалистов и в других направлениях. У нас очень много планов, которые, я думаю, что в ближайшее время мы сможем реализовать. Я хочу поблагодарить и Министерство здравоохранения за поддержку, особая благодарность руководству и персоналу детской республиканской больницы, которые приняли гостей, специалистов, врачей как своих, и они работали и в операционной, и на консультациях как единый организм. Со стороны наблюдая, было ощущение, что они работают совместно, вместе долгие-долгие годы. Это, конечно, безусловно, заслуга и персонала, и приглашенных специалистов. Дети, которые были оперированы в рамках проекта, их родители находятся в постоянном доступе онлайн с врачами, хирургами, а также, если необходима будет какая-то физическая очная помощь и консультация, местные врачи, хирурги, специалисты республиканской детской больницы всегда ее смогут оказать. Конечно же, Георгий Чибиров еще не раз вернется в Абхазию со своей командой, ведь здесь у него уже свои пациенты, и они его будут ждать с нетерпением. Нужно сказать о том, что я с каждым из пациентов веду довольно плотное общение. Они у меня в чатах состоят, где мы постоянно общаемся по поводу того, что в дальнейшем надо делать, как быть. Поэтому с каждым пациентом я веду общение, и это очень важно. Что касается дальнейших планов, то мы вчера с нашими абхазскими друзьями ездили на концерт оперной певицы, заодно проводили время свободное от работы. И целый вечер я слышал, что абхазы и стин братья. Так вот, мы от своего братского народа ни за что не отойдем в сторону. В дальнейшем очень много планов, совместных планов. Помимо хирургии мы также разовьем тут ортезирование нижних конечностей и верхних конечностей в том числе. Мы, естественно, по максимуму используем функциональные возможности Майрбека Азбековича Аплиева. Он специалист по спастической руке, кандидат меднаук, защитил тему диссертационного исследования как раз таки по этой теме. Довольно-таки эксклюзивное направление, которое и в России не в каждом городе есть. И вообще, в принципе, таких специалистов там по пальцам одной руки можно перечислить. Поэтому по максимуму используем его знания, по максимуму используем мои навыки, мои знания. И что-то очень прекрасное все-таки должно произойти. Системный подход в лечении, я подчеркиваю, лечение, не хирургии, не реабилитация, а именно лечение этих детей должен быть, и он будет. Если, конечно, нам навстречу будет идти абхазский народ. Впереди еще много интересного должно произойти в стенах детской больницы. Забегая вперед, скажу, что планируется приезд в Абхазию и нейрохирургов, как только появится такая возможность. Но об этом в следующий раз. В медицине ничего не стоит на месте. Все развивается и обновляется, и улучшается.
Поэтому настоящий врач должен постоянно развиваться, учиться новому и стремиться к совершенству. А это необходимо, чтобы завоевать доверие пациента. Ведь только совместная борьба врача и пациента с болезнью позволяет преодолеть недуг. И на этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!